Известного египетского бизнесмена, владельца компаний Weather Investment и Orascom Telecom Media Наджиба Савириса встречает глава республики. В беседе принимают участие президент Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков и российский бизнесмен Руслан Байсаров. Он и рассказал гостю о самом крупном инвестпроекте республики – горнолыжном курорте Ведучи, в частности, о гостинице. Мы решили сначала построить первым этапом 180 номеров. А если бизнес пойдет хорошо, еще на 400 номеров. К тому же еще правительство Чеченской Республики дорогу строит туда хорошую. Галас Таймасханов ознакомил гостя с промышленным потенциалом региона. В первую очередь это возможность возведения гидроэлектростанции на юге республики, а также предприятий перерабатывающей промышленности. Египетского миллиардера интересует и строительный сектор. Проект цементного завода, который обеспечит внутренний рынок и позволит поставлять продукцию в другие регионы. Сегодня экспертизу прошла проект строительства цементного завода 3 миллиона 100 тысяч. И площадка, и сырье, все есть. Ведем активные переговоры с инвесторами. Наджиб Савирис, основавший крупнейший телекоммуникационный холдинг с офисами в 20 странах, готов помочь чеченскому национальному провайдеру, компании «Вайнах Телеком», в продвижении. Его специалисты будут работать в сотрудничестве с Адамом Черхиговым, который также занимается вопросами развития компании. Но мы приедем, привезем как команду специалистов, которые с ним должны работать, потом вступиться в контакт. Гость из Египта смог воочию увидеть, как будут выглядеть самые крупные проекты после их реализации. Помощник главы Чечни по силовому блоку Даниил Мартынов подробно рассказал о международном тренировочном центре, строящемся в Гудермесе. Он не имеет аналогов в мире. Данный комплекс будет уникальным, потому что будет включать в себя абсолютно все виды боевой подготовки. То есть здесь смогут тренироваться спецназы абсолютно всех боевых направленностей. То есть это и освобождение заложников в захваченных зданиях. Под это у нас выделено целый кластер, это тактический город, в котором будут абсолютно все здания, которые только могут быть. Это и кинотеатры, и динозавры, офисные здания. Кроме этого, рядом будет второй тактический город с объектами штурма, где мы будем освобождать заложников во всех абсолютно захваченных объектах штурма, объектах транспорта. Это самолет, вертолет, метро. На соседнем стенде башня Ахмат – проект, который своим масштабом основательно изменит вид чеченской столицы. 80-этажное здание высотой 400 метров появится на берегу Сунжи. Объект включает в себя комфортабельные квартиры, офисы, рестораны и различные учреждения. Также Наджиб Савирис рассматривает возможность инвестирования в строительство доступного жилья и кредитования населения. Для этого египетский бизнесмен намерен работать вместе с Московским индустриальным банком. В ближайшее время стороны обсудят детали предстоящего сотрудничества. Зураб Центроев, Адам Чекуев и Ибрагим Налаев. Новости.